В Башкортостане наблюдается рост гибели людей при пожарах. Только за одни сутки не стало 5 человек. Почему это происходит? Как этого избежать? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Владимир Горин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня, к сожалению, с вами такой вот повод для встречи, несколько печальный, но давайте мы все-таки не будем избегать этого разговора для того, чтобы предупредить и остальным рассказать, что же нужно делать и как этого избежать. Итак, главная причина. У нас статистика очень печальная. То есть у нас гибнут люди. Причем больше, чем в прошлом году. Если это не так, поправьте меня. Ну да, действительно, вы совершенно правы. Не хотелось бы встречаться, может быть, по поводам того, что происходит так называемый рост гибели людей. О чем говорит статистика. А он на сегодняшний день действительно происходит. Если у нас наблюдается рост количества пожаров, у нас произошло порядка более 1900 пожаров, и наблюдается их рост. Ну и рост гибели, уже 89 человек погибло, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года погибло на 8 человек больше, чем в прошлом году. Поэтому, конечно же, мы этим обеспокоены. Хотя я всегда говорю, что говорить о статистике гибели человека, любая гибель человека, а тем более детей, и, к сожалению, 7 детей в этом году в республике уже погибло на текущий момент, что также больше, чем в прошлом году. Но говорить о том, что каждая гибель – трагедия. Но останавливать это нужно, и я хотел бы, наверное, на этом остановиться. Может быть, в причинах пожара я также хотел бы сказать, что сейчас сухая, жаркая погода. Зачастую причинами пожаров является пал сухой травянистой растительности. На этом чуть попозже. Что касается гибели. Вы знаете, вот проанализировав социальный портрет погибших, мы говорим, что порядка 60% погибших – это люди пенсионного возраста, как правило, одинокие престарелые и безработные граждане. Вот составляют более 60% погибших. При этом следует отметить, что причинами пожаров с гибелью людей в более чем 50% случаях явилось неосторожное обращение с огнем, то есть вина самого человека. Кроме того, мы говорим о том, что технические причины, что у нас произошло от пожаров с групповой гибелью, погибло более 30 человек. Что такое групповая гибель? Когда гибнут 2 и более человека. И мне хотелось бы задать вопросы, чтобы граждане услышали, что на сегодняшний момент, мое мнение, что у нас нет социальной ответственности или социальной безопасности. Что такое социальная безопасность? Если мы индивидуально не можем обеспечить свою безопасность, зачастую мы не задумываемся и о своих близких, о своих родных, о близко проживающих, в том числе, допустим, соседей. Да? Почему это происходит? Как правило, в групповых, вот я говорил, что у нас групповая гибель, как правило, неосторожность одного, находящегося, как правило, в нетрезвом состоянии, зачастую курение причиной становится пожара в нетрезвом виде, а гибнет родственник, близкий человек, совершенно невинный, вроде как в этом пожаре. И вы знаете, почему мы говорим социальный портрет? Потому что индивидуально человек, когда обеспечивает свою безопасность, он, наверное, задумывается, что я не хочу погибнуть, я не хочу умирать. Но те же датчики. Вот на сегодняшний день, что мы говорим в социуме вообще, да? На сегодняшний день органы исполнительной власти республики, глава республики лично взял на контроль, и у нас порядка 16 категорий граждан бесплатно получают автономные домовые пожарные извещатели. Но такого нет ни в одном регионе. Далее органы местного самоуправления. По каждому случаю гибели мы проводим заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям обеспечения пожарной безопасности, где мы говорим, допустим, а почему вы оборудовали, допустим, дали бесплатно тому же пенсионеру этот датчик, но в то же время факт его сработки, допустим, не установлен. Как правило, допустим, это севшая батарея. Просто я хочу, чтобы граждане понимали, что
те же органы местного самоуправления, те же работники пожарной охраны, другие профилактические структуры не всегда дойдут до их дома, не всегда заменят данную батарейку. Но почему-то граждане не задумываются о том, что нужно подсказать тому же соседу, если уж они видят, что действительно социально неблагополучный, проживает один, родственники, ну, как правило, может быть, забыли, а может быть, далеко живут и не приезжают. Но можно же подсказать, что давайте замени батарею, купите сами. Или самим задуматься над своей же безопасностью. Вот этого, к сожалению, я считаю, не происходит. Говорить о том, что, как мы с вами начали, о статистике, да, конечно, это неосторожное обращение с огнем, причины пожаров. Второе, электрооборудование, неисправность. Как правило, опять же, в тех же домах, где проживают престарелые, допустим, одинокие, пенсионеры, которые, ну, просто из своих возможностей, финансовых возможностей, возможно, из незнания, просто не устраняют данные недостатки. Проводка устаревшая, дома старые, допустим, и происходит замыкание. Те же печи, мы говорим, что у нас практически все газифицировано, но, к сожалению, более 200 пожаров произошло по причинам нарушения правил эксплуатации или монтажа печного отопления. Расскажите вот об их особенностях. Ну, буквально вкратце, понимаю, что их немного, но тем не менее. Вы имеете в виду про... Печное оборудование. Печное оборудование. Но, во-первых, вот смотрите, печи, как правило, они устанавливались в домах, ну, я не могу там сказать, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов постройки. Так ведь у наших бабушек, как правило, там устанавливали печи. Вот на сегодняшний день мы спрашиваем в населенных пунктах, а есть хоть один печник вообще в районе? Их очень мало, печников, чтобы такая профессия или даже человек, обладающий навыками сложить печь. Их буквально единицы. И, как правило, те печи, которые были сложены очень давно, конечно же, они требуют постоянного ухода, ремонта. Хотя, с другой стороны, вот что причина в печном отоплении, что является причиной пожара? Это, как правило, трещины, это, как правило, там подтопочного листа нет, куда там дрова кладутся, да, и выпадают угли, и происходит пожар. Следующее, это там, ну, дверки не закрываются плотно в топке. И следующее, это дымоход. Не чистится от сажи, соответственно. Та разделка, которая вокруг дымохода, пришла практически в негодность. Из-за этого происходят пожары. При топке этой печи, конечно, возгорается либо кровля, либо здесь. А это же происходит... Как правило, вся гибель происходит по статистике в ночное время. И, к сожалению, граждане, состояние сна это является одной из причин гибели. А второе, во многих случаях, особенно вот в детской гибели, это незнание гражданами просто элементарно, а что же делать в случае возникновения пожара. И неправильное действие приходит к гибели либо их самих, либо их близких. Это тоже зачастую встречается. Один из пожаров, я правильно понимаю, произошел, по-моему, в Давлекановском районе. И вот бабушка, отчим с детьми, да, они, по-моему, один из детей хотел, мог спастись и проснулся, да, но он спрятался, правильно понимаю? Ну, вы знаете, это да, это вообще самый трагический случай в Давлеканово у нас произошел. И таких случаев не один. Не один. Я приведу пример. В Абзелиловском районе у нас был пожар, где... Отец семейства разбудил всех разбудил, смог спасти свою супругу через окно, то есть был огонь уже на веранде, куда невозможно было выйти практически, он это увидел, обнаружил, разбудил, взял за руки двоих детей, супругу и маленького ребенка вытащил через окно. В это время дети просто убежали от него, а убежали в очаг пожара практически, и спрятались в шкафу. И задымление, поиски отцом этих детей, ну, к сожалению, не привели ни к чему, и дети остались погибшими. О чем это говорит? Ну, конечно же, неправильные где-то действия, что взрослый человек все-таки должен был держать детей, что дети прячутся, надо об этом знать, что дети не способны, к сожалению, самостоятельно принимать решения. Мы пытаемся сейчас, у нас есть в образовательных учреждениях, на внеклассных часах, сотрудники ходят, пытаемся довести до детей, как правильно действовать в случае возникновения пожара. Даже сейчас у нас разработаны методические рекомендации по обучению детей в детских садах, элементарным хотя бы знаниям по пожарной безопасности.
У нас мы пытаемся внедрить такую программу, как эксперт безопасности, чтобы дети сами, допустим, находясь у себя дома, сказали тому же папе, брату старшему или что: папа, не кури, пожалуйста, здесь на веранде. Вот, как правило, все очаги, вот последние пожары показали, гибель происходит, возгорание на верандах, где, как правило, курят, погибает и сам, потому что очаг же на веранде – это практически выход. Люди куда стремятся, если даже почувствовали? Конечно же, к выходу, где уже в это время разгорелся пожар, открывают дверь, доступ кислорода дополнительный, огонь возгорается и практически погибают все, и кто в доме находится. Если бы действовать правильно, что если уж вы видите, что оттуда дым, не нужно же открывать двери, а лучше спастись через то же окно, как можно там ниже опуститься к полу, намочить мокрую тряпку. Как правило же, не от пожара, не от огневого воздействия, не от температурного воздействия происходит гибель человека, а от воздействия токсичных продуктов горения. 1-2 вдоха с современными материалами достаточно, чтобы человек получил смертельное отравление. Владимир Николаевич, и резюмируя вот все вышесказанное, давайте подведем итог. Вот именно вот прям коротко, для того, чтобы наши зрители понимали алгоритм своих действий. Во-первых, это обязательно проверить проводку в домах, никогда не оставлять электроприборы включенными, да, я имею в виду чайник, тем более телефон на зарядке. Да. Какие еще есть вот прям... Вот да, тем более телефон на зарядке, это действительно правильно, это прям больная тема, и, к сожалению, вот возникают эти случаи. Какие еще есть? Сейчас весна, 26 градусов на улице. К сожалению, вот каждый день практически составляются, я не хочу запугать граждан и не хочу сказать, что цель наша там привлечь к административной ответственности. Но начинается сжигание мусора на своих участках. У нас в республике сейчас особый противопожарный режим. Сжигание мусора запрещено. Для этого есть органы местного самоуправления, которые должны определить площадку и оказать содействие в утилизации данного мусора на определенных площадках. Это первое. Во-вторых, обратите внимание просто, как ведут ваши родственники. Если родственник там злоупотребляет спиртными напитками, ну, во-первых, может быть, оказать какую-то там психологическую помощь, но обратите внимание тогда, где он курит, если он курит, в каком месте. Ну, вплоть до того, помогите тогда ему оборудовать на улицу, что вот ты здесь будешь курить, вот тебе пепельница там. Я не знаю, да, как правильно, но, как я же говорю, более 50%, ну, неосторожное обращение с огнем. Потому что и сами засыпают, и начинается горение и так далее. Конечно, и погибают, я говорю, другие. Ну и обратите внимание просто вот даже на соседей, на престарелых, на социально незащищенных. Своевременно хотя бы проинформируйте органы профилактики, местного управления о том, что у данного соседа зачастую, допустим, заходили, проводка находится, электропроводка, допустим, в ужасном состоянии, видно, без изоляции, включает, что попало, курит, где попало. Хотя бы, может быть, совместными усилиями. Если мы будем обращать и помогать друг другу, я думаю, что мы избежим этой трагедии и вот не будем говорить о таких больших цифрах, о которых сегодня с вами говорим, погибель людей при пожарах. Владимир Николаевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз напомнили, как нужно вести себя. И самое главное, акцентировали наше внимание, что социальная ответственность – это один из залогов того, чтобы мы сохранили жизнь. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.